Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео хочу сразу начать, наверное, с поздравлений. 14 июля, праздник, День рыбака. Всех с праздником, ребята! Всех рыбаков, кто причастен, здоровья, счастья. Пусть удача будет всегда с вами. Да, сейчас в наше время день рыболовства, день еще каких-то там рыбалок. В общем, непонятно. По стариночке, ребята, 2 воскресенье июля всегда отмечалось. Батя, дед, прадеды, все мои отмечали именно 2 воскресенье июля. Никаких там других праздников не было. Так что всех, ребята, достойных, всех причастных с праздником. Недавно, ребята, на днях пригнал комплект, ездил в Кировскую область. Многие видели. Приобрел, ребята, я серьезный аппарат. ПНД лодка 450 с туннелем. И на водомете, ребята, 40 лошадей. Если честно, все это интересно, все это для меня новое. Будем познавать вместе с вами. Буду потихоньку показывать, делиться и так далее. Лично у меня в деревне, да и вообще по району, ребят, я такой техники не наблюдал. Есть у нас различные моторы. И сороковки, и 50-ки, и мотовесла. Но вот водометов нету. Да, скажете, зачем такой, ребята, мотор здоровый? Для весны у нас еще можно на больших моторах ходить. Летом все, ребята, мель. Большой мотор иметь смысла нету. Но тут, ребята, вот именно что водомет. Ну и хотелось мне, ребята, покорять новые просторы, новые места. Заезжать туда, где на винте не побываешь. Да и вообще в целом для экспедиций такой агрегат нужен. И вот сегодня будем разбираться. Как я сказал, у нас тут ни у кого таких нету. Посоветоваться, пообщаться не с кем. В общем, многие знают Николаевича. YouTube канал Свобода 11. Кто никак не он должен все это показать, рассказать. И вместе, ребята, с ним сегодня выйдем на воду и попробуем запустить, прокатиться первые метры. Ну и, в общем, пошагово. Николаевич уже едет. Так что понеслась, ребята. Вот, друзья, данная лодка. Как пригнал, вот она у меня так и стоит здесь. Сегодня будем спускать на воду. Лодка интересная, ребята, большая. Моделька данной лодки, ребята, Призма 450 DK Jet. В общем, максимальный мотор можно на нее повесить 40 лошадей. То бишь здесь как раз стоит максималочка. Здесь у нас уже установлена рулевая колонка. В общем, будем, ребята, разбираться, смотреть. Много рундуков, расположение непонятно, потому что сама ширина очень огромна, но рундуки, ребята, занимают очень большое место, конечно. Сейчас вот именно будем с этим разбираться, смотреть. А так, мотор уже запускали, 3 моточаса стоит, консоль, все, короче, ребята, интересно. Так что такие дела. По мотору, ребята, помимо водометной насадки, естественно, присутствует редуктор. Все это меняется. Так что мотор, в принципе, ребята, универсальный. Сороковочка всегда приветствовалась. Мощный, хороший мотор. Возможно, будет и в других целях. Так, здесь куча всего и для водомета, и вообще, как бы, какие-то запчасти. Так, румпель, все понятно. Ну и бак. Что нам и нужно? Бак, шланг. Бак на 24 литра. Будем заправлять. Так, в принципе, ну и нужно маслицо. Заправим хорошим маслом для двухтактников. Это Серега приезжал, мне подгончик делал. Спасибо, братуха. Вот как раз что ни на есть масло пригодилось, потому что комплект, ребята, мощный. Кормить его надо, дай бог. Если на китайце 9,9 хватает десяточки прокатиться куда-нибудь, то здесь, ребята, ничего не понятно. Вот будем сегодня разбираться.
Сегодня беру с собой 30-ку, ребята. Думаю, нам хватит покататься. Сегодня никуда не планируем заезжать, чисто такие будут у нас замеры. Возьмем ключи, может что-то будем регулировать и так далее. Так, ребята, 3 моточаса на моторе. Там, кстати, внутри стоит тахометр, вот этот показатель. Если мы наливаем 200 литров на 10, 200 грамм на 10 литров, это уже когда мотор у нас обкатанный, то сегодня бахнем, ребята, понятно, не как должно быть, но уже все-таки основная обкатка прошла. Литрушку, ребят, на 30-ку ливанем, будет нормально. А так, по идее, можно было даже и 1,5 литра бахнуть. Но все-таки 3 моточаса уже прошли. Основное, так что литрушка будет в аккурат. Да и вообще, ребят, в китайские моторы, как ребята мне советуют, механики, наливать больше всегда масла. Если, допустим, 200 грамм, то наливайте 250. Как говорится, дольше ходить будет. Такие люди без охраны. Что, как? Мама? Потихонечку. Что, давай, Николаевич, будем вместе разбираться. Все это что-то новое, непонятное. Получается, вода будет, часть воды будет идти сюда. Сопротивление, да? Конечно, сопротивление. Брызгов будет очень много. То есть нужно носик поднимать, чтобы он вот здесь вот был. То есть нужно на сантиметр поднимать минимум. Угу. Нужно откручивать и подкладывать что-то. Все понятно. По-другому никак. Ну вот они и говорили, я удивился, почему-то говорят 35 вроде мы говорит, поднимали, больше типа нет. Я говорю, да. Ну, так у них неправильно, говорю, стоит. Нужно сейчас мотор сразу. Ключи же есть у тебя, да? А сейчас все сделаем, да? Ну, надо сейчас на берегу отрегулировать. Ну да, да, потом, здесь. чтобы на воде не заниматься. Угу. Все, я понял. Давай раз. Почти, да? Можно еще чуть-чуть. Она выше или как раз должна, поэтому мы... Вот смотри, вот она. Нет, нужно нижнюю часть, смотри, у тебя вода-то снизу забирается. Вот, тут можно еще миллиметров попробовать. Потому что там туннель снизу меня немножко смущает. Так, ну что там, приподнимешь? Так, сейчас попробую. Нет, вон разойдет. Сейчас надо бы, знаешь, вдвоем, одному мне не получится. В принципе, поднять мотор немножко. Она побежит прям жестко. Ну, не жестко. Видишь, вода выходит. А должна выходить смазка. Ну, это очень плохо. Вот. Лишь бы они не испортили подшипник. Это же можно запороть. Ну, в принципе, смазка пошла свежая. Все, там свежая смазка. Воду выгнали, смазку загнали. Все. Тем более там сухо было, ничего не было. А так этот Так. периодически через какое вообще время? Ну, 10 часов желательно. Через 10 часов. Можно, допустим, в поездку съездил, приехал, шприцанул. Ну, лишним не будет, правильно? Это лучше даже будет. Все понятно. Ну, многие через 5 часов делают. Все то, что говорят, смазка не такая качественная, как раньше. Потому что американской нету и вымывается быстрее из-за санкций. Поэтому а так вот через 5 часов. Вот пистолет, да? Да, вот обычный, на 400 миллилитров. Туда вставляешь, шприцуешь, все очень просто. Нужно... Как раз вот вчера забрали его. Насос. Что стоит такое? Что-то 1000 рублей вроде. Но там они разные. Есть с батарейками, есть без батареек. Тут уже тут большие две, да? тут большие батарейки, да. Да, большие вот. Две большие батарейки. Ну ладно. Да нет, вообще тема-то удобная. Поверни эту пустую ага. ближе. Сейчас.
Вот, побежала. Пускай туда внутрь. Более-менее ровно. А, прицепом ты имеешь? Ну да, прямо так выехать, потом повернуть. Можно, да? Смогу легко. Опыт есть, да? Просто нужно поровнее выставить его сейчас. Ровно выставим и все. Прямо вот так вот выставим его. Все, пусть так стоит. Хорош! Хорош! А, ничего себе! Так, я же не спешу.
Полный. Вперед это назад, вот это полный. Вот это полный? Да. То бишь заводим где-то вот так. Так, ну да. Попробуем. Николай, это задний ход у тебя. Не, она всегда заведена назад едет. Да? Да. В принципе, можно, знаешь, что можно залезать и толкнуть, и на малой пути оно и прогреется. Потому что на улице не холодно. Все, понял, Николаевич. Залезай. Все, понял, шеф. Так, весло нужно. Ребята, ну что, пробуем? Так, воду качает нормально. Контролька бежит, да? Сейчас проверим. Нейтралку поставил. Нормально. Неплохо. Задний ход. Надо привыкать, ты-то на румпеле стоишь. Чуть нагреем. Так, что, дубль 2. Прокладку убрали, прохваты идут. Пробуем так. Проставочку вот эту. Ну вот это первые вот эти все. Сейчас нормально должно быть. Мы его поставили, тот режим. До сих пор еще. Ребят, будем сейчас пока пробовать. Ну 30-35 она бежит. Ну блин, классно, конечно. Миля вообще.
Ты у нас водомоторник со стажем. Слушай, надо лодку взвешивать на самом деле. Тяжелая? Затрудняюсь сейчас сказать, какой вес этой лодки. Но мотор слабоват. Это, скорее всего, 40-ка двухцилиндровая. Она слабовато будет. Трехцилиндровый мотор надо пробовать. 4,50. Вот лодка бы 5-метровая, мне кажется, получше бы пошла. Вот это все лишнее. Это все вес. Рундуки, места толком нету. Вот это если бы все убрать, рундуки все. Ну их, смотри, они везде. Ну, вот по кругу целиком убрать, считая пространство в лодке бы добавилось огромное количество. И легче лодка была бы, веселее бы пошли, пободрее. Потому что это все вес и достаточно приличный вес. Ну да. Ну, под этим мотором, да. Ну, то есть здесь, если с этим мотором ходить, нужно лодку максимально облегчать. Потому что она не тянет. Двухцилиндровый. Это я думаю, что есть вот Yamaha такая, двухцилиндровая, Enduro называется. Вот она тоже вроде как 40-ка, 800 кубиков, но она ее чуть перегрузишь, она не едет. А трехцилиндровый ставишь тот же 40-ку, но трехцилиндровый. Ну опять же, смотри, Николаевич, то бишь это же водомет, 40 это как 30 получается сейчас. Ну да, тут потери 30% идет. Ну, да. На струе там, да, в районе 30, наверное, а может 30 с копейками небольшим. И тут еще серия улитки стоит малая. Да. Даже не средняя, есть она малая, средняя и большая. Вот здесь малая серия стоит, она в принципе у нее потенциал небольшой. Вот если вот трехцилиндровая и средняя серия, она бы уже ехала повеселей. Даже эта лодка уже, да? Она бы гораздо бодрейшая, конечно. Ну, одно скажу, что, допустим, на винте мы сюда не поднялись уже. Ну, там, да. с учетом тех перекатов нет, конечно. Да. Как бы. Там и трава, и все. Нет, это 100% нет. Че, по чаю? Да. Так, что, завожу? Вперед, профессионал! А? Профессионал!
Там изначально, когда мы начали с тобой мотор поднимать, основной туннель идет, потом он прерывается, и на него наложена сверху пластина, она выше идет. И получается, что интейк, он ниже вот этой пластины. Мы подняли интейк, и у нас по основному туннелю вода идет, она струя идет, и получается не хватало, ну, как сказать правильно, прохваты были воздуха. То есть, по идее, если эту лодку еще модернизировать, основной туннель, который идет, вот эта сверху накладка, на нее нужно еще накладку сделать, да. Или просто и вывести, ну, чтобы туннель продолжение ровно было, и вывести под интейк. И интейк уже сделать носик ровно. И чтобы брызгов не было, сопротивления не было. Или просто это идет литой, получается, правильно? Ну там вот в данном случае, если эту лодку переделывать, то там проще наложить и удлинить именно сам туннель, продолжение туннеля, чтобы струя шла без перепадов. И носик подвести прямо ровненько. А сверху уже там можно что-нибудь, либо тонкий лист ПНД, либо что, ну, чтобы брызгов не было. Ну ты говорил линолеум, да, многие делают. Можно, ну, кому что, да, там можно тонкий лист ПНД, можно линолеум коммерческий, жесткий. Вот, но сам носик, вот, и получается струя будет ровно идти прямо в интейк, и сопротивление меньше будет, скорость прибавится не сильно, но до 2 км в час может добавить скорости. Это что касается. Ну, потом, когда лодку поднимем, наглядно я покажу на камеру, где чего и как нужно сделать. Я понял. Вот. А так нужно максимум облегчать пока. Вот такое мое мнение. Потому что это, говорю, двухцилиндровый мотор, он слабоват для этой лодки. Так-то вроде бы и широкая лодка, и все, и поворотливость у нее, маневренность есть, но мотор не вытягивает. В общем, ребята, мы тут катаемся. Это уже 3-я река в данный момент. Спустились на одну, заехали на другую. Сейчас на 3-й. Да, примерно вот там в километрах разница все везде устья. Хорошо, конечно, когда вот такие моменты, много речек. Ну, прошел, ребят, я сам. Я чуть-чуть ожидал другого, конечно. Николаевич правильно говорит. Николаевич поменял тоже лодку ПНД. И он именно отказался от всего максимально. Экспедиционный ящик, да? Это же и сиденье, правильно, Николаевич, да? И там же и вещи какие-то. Ну да, конечно. Очень много веса, очень много веса. Тут смотри, рулевое, допустим, если убрать рулевое, то ты тоже уберешь лишний вес. Здесь у тебя площадка огромная, здесь можно тебе поставить сиденье поворотное и поставить румпель при желании, допустим. Ты повыше сядешь, вот румпель вот так будет. Будешь сидеть, и поворотное сиденье будет, и будешь сидеть, и маневренность у этой лодки добавится. А вес, ну, как бы уберется лишний, тоже вот это все. Вот это вот все уберется. Это все равно в любом случае вот это все немножко имеет вес. Что по топливу, Николаевич, у нас? Заправили, ребята, мы полный бак. Ну слушай, ну больше 5 литров-то есть еще. Есть, да? Наверное. Ну, расход огромный, конечно. Литр на километр? Как-то так? Чуть поменьше, 0,7 точно есть. Точно, да? Это много. Для пустой лодки. Для пустой лодки, конечно. Я на пустой лодке, на своей когда поднимался, на 25 литрах против течения 75 километров я поднимаюсь на пустой лодке. Но у тебя лодка 5 метров. 5 метров, да. Ну, она длиннее, наверное, пошире. Но у меня внутри ничего нету. Ну, вот такие, ребята. Но у меня 3-цилиндровый полтинник. Полтинник, да. Японский двигатель, не китайский. Это как нас? Хиди или как? Ну, Хидея, да. Хайди. Ага. Кстати, одна из самых неплохих китайских моторов на рынке. Да. Ну, понятно, что это аналог какого-то японского мотора, копия, да? Я так говорю, подозреваю, что это, ну, наверное, Yamaha Enduro, там, 2-цилиндровая. Вот. Но все, у кого был Yamaha Enduro 2-цилиндровая, все от нее отказывались в пользу 3-цилиндровой. Потому что, ну, перегруженная лодка, расход большой и не едет. Вот, в принципе, этот мотор то же самое. Если бы он был 3-цилиндровый, пободрее бы все было бы, и скорости были бы другие. Все понятно. Ладно, ребят, пьем чай. Будем заканчивать, наверное, с тестом. Все понятно. В принципе, сразу Николаевич сказал. Очень тяжелая лодка, ребята, очень тяжелая, да. Я не спорю. Я сам согласен. Потому что у меня такого же плана лодка, без всех рундуков, 4-метровая, весит 150 килограмм. С веслами и с 2 банками получается. Здесь же сама лодка 450.
То бишь не 4 метра, она уже тяжелее. Также присутствует вес. И, конечно, везде рундуки. Это везде, конечно, вес. Везде, ребята. Профиля алюминиевые, полы, фанера, все это. Консоль, колонка рулевая. Да. Это все забирает, конечно, все забирает. Поехали? Поехали, да? Давай, давай, Николаевич, нормально. Отлично, хорош. Ну что, все вроде подцепили. Давай сейчас потихонечку. Отлично. Вообще отлично. Стало как надо. Вообще огонь. Я о чем я говорил, он, видишь, он туннель родной идет, а сверху вот эта накладка и вот этот перепад, да? Это перепад тоже теряет, да? Ну вот этот носик мы подняли изначально вот сюда, Угу. он должен вровень быть. И получилось, прохваты пошли. Мы отпустили обратно. То есть этот туннель нужно нарастить вот до сюда, и чтобы носик, вот эта нижняя часть, она была вровень с нижней частью туннеля, чтобы струя воды сюда заходила в интейк, водозаборник. То есть по сути вот этот туннель нужно нарастить. То есть накладочку такой же толщины сделать вот сюда и довести до носика. И вот так вот полностью сделать, как бы, ну, повторить. Я вот. понял тебя. И тогда все, и тогда уже и брызгов не будет, и вот отсюда поток воды не пойдет и не будет тормозить. Вот, ну, получается, видишь, он палец почти влезает. Все понятно. Все, то есть мотор можно ничего не делать, а просто нарастить нижнюю часть туннеля до мотора. Угу. Вот. Ну а здесь сверху при желании можно просто потом что-нибудь этот типа линолеума, да, прикрепить, чтобы брызгов вверх не было. А нижняя часть туннеля будет как раз вровень, и скорость должна увеличиться, и сопротивление уменьшится. Сам Сухой сейчас типа на Донбассе, вот все дела, говорит, так приятно говорит, смотреть это все, говорит, понимать, сколько много. Фух, блин, жарковато что-то, слушай. Ну, да, сегодня да. Сегодня передавали до 24, это температура воздуха, а на солнышке-то еще больше. Вот завтрашнего дня опять жара неделю, потом к выходным чуть-чуть спадет. Тут Николаевич, этот, как его, ты как у меня охотничек, подарочек тебе хочу сделать. Как раз это, ну, именно разделочный. Слушай, ну... В плане вот этого документы и монету с тебя, желательно бронзовую. 10 рублей или 50 копеек. Сейчас, подожди, я посмотрю. В машине потом отдашь. Я подскажу, гляну сейчас. Давай. Полтинник тут. Да? Полтинник. Нет, там же фишка в том, что именно Ну ты мне разменяй. А, да я тебя разменяю, у меня нету, у меня только на карте. Да ладно, что, нет, там живет. Важно денежка, чтобы было, не обязательно железно. Да? Ну, спасибо огромное. Давай, такой это дорогой подарочек. Ну, охотничий, понимаешь, тебе по доходу пойдет, но именно как разделочный. Он, ну, 95/18 нержавеечка. Слушай, ну он для рыбки хорошо пойдет, может скрывать быть, ее вот так вот, удобно будет. Может быть, не знаю. Ну, лужку как... можно здесь куда-нибудь деревянную. Ну, ни разу еще ничего не резал, полностью новый. Так что, пользуйся.
А так, спасибо, что приехал, не отказал. Понятно, что своими путями здесь тоже что-то посмотрели, но понимание должно быть. Ну да, лодка, конечно, да, тяжеловато. Так, ребята, все, Николаевич попылил в путь дорожку домой в Сыктывкар. Но я, ребят, немножко, ну, не расстроен, но не впечатлен. Сразу скажу, не впечатлен. Все было понятно. Изначально, когда я только в глаза ее увидел, я очень посмотрел на лодочку и смотрю, что, блин, очень мало места. Очень мало места. Думаю, блин, ну, понятно, рундуки, но все-таки возишь все объемное. Палатки, печки, раскладушки там. Ну, сюда это не поместится. Это в любом случае надо ложить будет на пол. Плюс топливо, плюс еще человек. Ну, думаю, блин, как-то так. Ну, думаю, ладно, посмотрим на воде. И, в принципе, сразу было и понятно. Лодка очень тяжелая, ребята. Все это весит. Сама лодка килограмм 150 пустая. Плюс здесь вот это накладки, консоль, рулевая колонка. Это столько веса, ребята. По всему периметру рундуки. Это все вес, 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 вес. И от этого надо уходить. Да. Николаевич сказал, что если это убрать, в принципе, оставить чисто хотя бы вот носовой рундук, лодка будет идеальна. Даже можно убрать, ребята, рулевую колонку и встать на румпеле, потому что здесь огромная площадка, поставить кресло поворотливое, сделать какую-нибудь ручку, держатель, и все. Лодка будет идеальна. В 450 там даже размере она полетит. Подняли мы 30 по течению, вниз по течению где-то 35. Но это пустая, ребята, лодка, пустая. То бишь я и Николаевич, ну и там рюкзачок у нас там с водой. Если грузить, то это пустая получается, ну ладно, Николаевич 80 килограмм. Загрузишь ты палатки, печки, раскладушки, это будет такой же вес. В принципе, разницы я не вижу. Ну и расход, понятно, ребята, расход очень мощный. Грамм 700 на километр, наверное. В общем, ребят, буду созваниваться с ребятами с завода и будем решать. Смогут они помочь, смогут они убрать это все, потому что, ну, понятное дело, самому заниматься этим не стоит, мне кажется. Потеряешь что-то, может где-то здесь блоки получится, может как-то каркас держится. Короче, будем созваниваться, ребят. Вот такие дела. Ну вот, друзья, такой первый заезд. Самый важный, самый решаемый был. Неспроста пригласил Николаевича. Николаевич уже не один десяток ходит на водомете, прошел уже не 1000 километров по северным рекам. В принципе, его мнение, его оценка была важна для меня. И Николаевич сразу сказал: Андрюха, надо уходить от рундуков, от веса, максимально упрощать, облегчать лодку, тогда будет класс. Потому что тот вес ты добавляешь еще своим грузом, соответственно, лодку надо и удлинять, и разгружать. Так, кстати, если бы она была 5-метровая, возможно, она показала другие результаты. Короче, ребят, будем созваниваться, будем решать. Пока ставлю на прикол, жду
жду связь с заводом. Может, они как-то изготовят именно новую лодку, именно то, что как бы под этот мотор, что подойдет. Может быть, они поменяют и уберут эти ремнюки. В общем, надо лодку разгружать, ребята. Тогда будет вещь. Тогда будет скорость, тогда будет расход, тогда будет класс. Ну а пока такой комплектик, это, конечно, не для экспедиции, потому что тяжелая, мало места именно в загрузку. Ну и расход, конечно, сейчас у него очень бешеный. Спасибо Николаевичу, хочу сказать, что приехал, не отказал, поддержал меня. Ссылочку на Николаевича, ребята, оставлю в описании. Заходите, интересные фильмы. Ну а мы будем решать, ребята, будем смотреть, что у нас будет получаться дальше. Так что не пропустите новое видео. Ну и хотелось бы сказать зрителям, которые так почему-то негативно отнеслись к этому комплекту, в плане того, что начали искать какие-то там доводы, выводы в плане финансовых моментов, в плане там вот этого всего. Блин, ребят, я бы сказал одно, наверное, как говорит Николаевич: зависть — это грех. Вот все. Все, ребят, давайте будем прощаться. Увидимся на рыбалочке. Всех с праздником, Днем Рыбака. Всем удачи.